Вы казах? Нет, я русский. Русский? И казахский знаете? Так, чуть-чуть. Надо изучать хорошо казахский язык. Ваша Почему? Потому что потому. страна, государственный язык. Ничего, все говорят по-русски. Уйгуры, туркмены, татары, турки. Ничего, скоро потихонечку Все, перейдут все. на казахский. Да прямо же, блядь. На русский все перейдут, блядь. Как вы думаете, Казахстан надо к России присоединить или нет? Обязательно. И Украину, и Белоруссию, и Казахстан надо присоединить к России. А вы у казахов спрашивали, надо присоединить или нет? Спрашивал. Что Они говорят, да, они сказали, говорит, надо, да, говорит, к России, потому что если к России не присоединимся, нас, говорит, китайцы, короче, заберут и ассимилируют. Не пизди. А что вы брешете, молодой человек? Я со сколькими казахами разговаривал, ну, они такого не говорят. Это вам не говорили, блин, но мне говорили, блин. Да и Украина, она сейчас войдет в состав Российской империи, блин. Кыш отсюда, пидорас, сепаратист. У меня вопрос такой. Гражданину Казахстана. Казахстан надо присоединить к России? Да, Да? давно уже пора. А вы у казахов спросили об этом, да? Я думаю, как сам казахстанец, я думаю, я могу смело говорить за большинство людей. Что это, блядь, вообще такое? А может вам надо чемодан собрать на вокзал и уехать в Россию и не мешать казахам жить нормально в своей стране? Своей это как понять? Типа только казахи? Нет, ну кого не устраивает в Казахстане, кто мечтает, что Казахстан надо присоединить к России, я думаю, он может самоопределиться, собрать чемодан. Если он бредит о России, пусть едет и в России живет. Не, ну я согласен, но знаете, не все так просто. Знаете, взять и переехать не такое простое дело. Потому что здесь уже работа у всех, у кого-то уже все дома и дети у всех. Поразительно. Гениально. Как можно Но взять просто с нуля? тогда я считаю, что если попал в говно, то нечего чирикать. Ну как, ну это же чисто мнение, мы же обсуждаем, мы же не можем говорить, все у нас хорошо, все у нас замечательно. Должна же быть хоть какая-то вообще критика. Так вообще так и развивается страна любая. Критика должна быть без сепаратизма. Вы же понимаете, что сейчас вы выглядите как сепаратист. Так, а что, в этом что-то прям такого плохого? Я говорю, что в Казахстане не все так хорошо. Нет, то, что не все хорошо, не только в Казахстане. Но это не значит, что часть Казахстана надо оттяпать к России, присоединить, или Казахстан присоединить к России. Это ж не значит. Точно такие же проблемы и в России есть. Ну это еще с СССР связано. Советский Союз! Молодой человек, какого года вы рождения? 2003-го. 2003-го, а я 68-го. Вы хоть понимаете, что было в СССР, а? Магазин заходишь, блин, пустой магазин, кроме березового сока и 3 видов консерв, ни хрена не было. За хлебом стояли, блин, по 100 метров в очереди. Вы что, блин, вообще охренели, все болеете Советским Союзом? Может, твоя бабушка рассказывала про Советский Союз? Ну может правители были плохие, это же от этого зависит. А при чем тут правитель? Сам строй Советский Союз, он был хреновый. Планы были вообще хорошие, грандиозные, надежды, но правители просто... Ну да, планы были грандиозные. Никаких планов не было. Коммунизму нет будущего. Не могут быть люди все одинаковыми. Человек, который просто ни хрена не делает, а другой пашет как лошадь, блин, и получают одинаково. Ну не может так это быть. же не в СССР проблема, а те, кто управлял этой страной. Это в них была проблема, что они-то хотели сделать. Советского Союза идеология была построить в будущем коммунизм. А коммунизм это изначально неправильный строй. Это не идеология была СССР, это была идеология правителей, которые управляли страной. Это они-то хотели сделать, чтобы было проще управлять людьми. Поэтому все развалилось. Ну и хотите, чтобы СССР, вы ж только что пытались мне хвалить СССР. Нет, ну сейчас уже СССР он никому не нужен. Это тогда нужно Все, было. уже переобулся. Ладно, давай, молодой человек, давай. Я сегодня выходной.